Истина в общении. Сегодня прошла ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. 1500 журналистов, более 4 часов прямого эфира. Источник интернетного зла. О том, как защитить детей от потока вредоносной информации, говорили на заседании коллегии прокуратуры. Подарок ценой в жизнь. В республике проходит новогодняя акция «Я донор». Помочь может каждый. Это новости 24, в студии Лейла Цурова. Добрый вечер. 4 часа прямого эфира, более 1300 журналистов, более полусотни вопросов на самые острые и волнующие общество темы. Итог откровенного общения. Ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Слово нашему корреспонденту, который сейчас находится в Москве, Муслиму Ганиеву. Как и прогнозировали, основные вопросы, которые прозвучали на пресс-конференции, касались взаимоотношений России с Украиной, ситуации на Ближнем Востоке и состояния банковской системы России. Первый вопрос касался субсидирования экономики Украины. Также журналистов интересовало, с чем связано понижение цен на газ. С самого начала говорили, в том числе и на Украине, и, в общем-то, справедливо говорили, если мы хотим быть независимыми, надо за это заплатить. И вести себя как независимая страна, и действовать по общепринятым в европейской практике, в мировой практике нормам. Именно на этих нормах и основан контракт, который был подписан в свое время. Почему сегодня мы пошли на те изменения в контракте? Почему мы сегодня представляем кредиты? Ведь когда мы говорили о том, что если кто-то хочет субсидировать украинскую экономику, пусть это делает, но не за наш счет. Мы говорили это, когда спорили как раз вот по этим энергетическим проблемам. Я и сейчас так считаю. Нечего к нам обращаться, особенно третьим странам, с предложением снизить цены или еще что-то сделать. Если кто-то хочет это сделать, пусть делают. Повторяю еще раз. Мы пошли сегодня на те решения, которых вы знаете, в силу сложной ситуации в украинской экономике. Прозвучал и вопрос установки системы ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области, по которому высказывают свое недовольство страны Европы и Соединенные Штаты Америки. Появляется другой очень важный сегмент стратегических вооружений американских, выдвинутых на европейскую периферию. Это ПРО. Мы много раз говорили о том, что ПРО создает для нас угрозу. Угрозу нашему ядерному потенциалу. И мы так или иначе должны будем на это реагировать. И, по-моему, еще мой предшественник говорил о том, что мы в качестве одного из вариантов реагирования имеем в виду размещение комплексов «Искандер» в Калининградской области. Чего здесь? Ничего нового нет. Но хочу обратить ваше внимание на то, что, во-первых, мы пока такого решения не приняли. Пусть успокоятся. Во-вторых, защищать никого не нужно. Не нужно только никого провоцировать на ответные действия. Но «Искандер» — это не единственный способ нашей защиты и реакции на те угрозы, которые мы видим вокруг нас. «Искандер» — это только один из элементов возможного ответа. Далеко не самый эффективный, хотя в своем сегменте это самое эффективное оружие в мире. Что касается вопросов внутрироссийских журналистов, интересовала процедура выборов мэров, последствия наводнения на Дальнем Востоке. Коснулись и темы Олимпийских игр. В частности, у президента спросили, на какой результат он рассчитывает. Конечно, мы все ждем побед от наших спортсменов. Но я бы воздержался от того, чтобы называть какое-то количество конкретных медалей, считать там секунды, очки. Самое главное, чего я ожидаю от наших спортсменов, чтобы они проявили мастерство и характер, чтобы мы порадовались за них и за их выступления. Ведь спорт – это, конечно, не угадайка, но все-таки это нечто такое, что связано и со случаем. И поэтому предугадать на 100% выступления даже самых именитых, ведущих спортсменов достаточно сложно. Говорили на пресс-конференции о взаимоотношениях России с Китаем, Америкой, Грузией и Ираном. Иран для нас является одним из приоритетных партнеров в регионе. Это наш сосед. Мы настроены развивать отношения с Ираном по всем направлениям. И это наш
принципиальный выбор. Что касается одной и второй части вопроса, полагаю, что прогресс, который был достигнут на иранском направлении, связан не только с нашей позицией, но и в значительной степени с прагматичной позицией американской администрации. Без этого прогресса бы просто не было. Это невозможно было бы сделать. Пресс-конференция продлилась чуть более 4 часов. В ней приняли участие более 1300 российских и зарубежных журналистов. Всего прозвучало более 50 вопросов и ответов. Еще одно важное заявление Владимир Путин сделал уже после пресс-конференции. Президент сообщил, что намерен подписать прошение о помиловании экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, который провел в заключении более 10 лет. Муслим Ганиев, Сулумбек Аздоев, Новости 24. Как уберечь школьников от того, без чего в последнее время они не мыслят свой досуг? Возможности всемирной паутины действительно практически безграничны. Поток не всегда полезной информации регулируется зачастую лишь степенью разума и дозволенности. А учитывая нежный возраст основных потребителей этого информационного продукта, виртуальные путешествия надо брать под жесткий контроль. Об этом и шла речь на коллегии в прокуратуре Ингушетии под председательством главы региона. К дискуссии привлекли Министерство образования и науки. Как не потерять в расставленных сетях юное поколение? Узнаем из репортажа Светланы Томовой. На заседании коллегии также присутствовал глава республики Инусбек Евкуров. В своем выступлении он отметил, что проблема серьезная. В республике 105 школ и более 60 тысяч учащихся, сказал глава субъекта. Евкуров дал указание министру образования наладить систему контроля учащихся в пространстве интернета во время урока информатики и не только. Также глава региона сделал замечание начальнику отдела по надзору и контролю в сфере образования Тамаре Шанхоевой за неисполнение своих обязанностей и за слабый контроль за общеобразовательными учреждениями. Это ваша тема. Если вы не выполняете свои обязанности, вас надо наказывать. Вас надо наказывать. И так просто пароходы не ходят, чтобы вы понимали. Ну, понимаем. Вот если бы вы все, что вы сейчас говорите, говорили бы директорам школ, а не мне. И говорили бы вчера еще до проверки прокуратуры. Если бы у вас лежало вот такие же справки проверки, да, я понимаю, где вы сделали работу. А что вам надо? Вам надо просто взять, передать министру, написать план. И план должен быть, товарищ красиво, утвержден, садись, план должен быть утвержден для каждого начальника, кто за это отвечает. Я же говорю, я начал с того, что вы работаете не планово. Если бы у вас как начальник отдела там, законодательное соблюдение, там, все остальное, был бы план составлен, где в этом плане хотя бы один раз спрашивал, проверка, или один раз в полгода, по вашей линии, вы бы знали. Министр образования рассказал о том, как они борются с этой проблемой. Министерством образования и науки издан приказ, где четко прописаны прописаны все требования, которые предъявляются и к руководителям школ, предъявляются и к министерству, самому Министерству образования, и к родителям. В соответствии с этим приказом также утверждены правила подключения общеобразовательных учреждений к единой системе контроля фильтрации, доступа к сети интернет. Даны указания руководителям школ, руководителям отделов управления. Уполномоченная по правам ребенка при главе республики Марифа Султыкова отметила, что эта проблема не только Министерства образования, но и общественности, которые не должны равнодушно относиться к столь серьезной проблеме, которая стоит на сегодняшний день. Однозначного ответа и скорейшего решения быстрого на эти вопросы нет. И сегодняшняя коллегия прокуратуры республики и участники их выступления именно говорили о том, что вопрос очень сложный. Сложный в том плане, что если речь идет, с одной стороны, об обеспечении информационной безопасности детей в школе, и это предсказуемо, и для этого есть определенные механизмы и возможности, то ребенок, когда покидает школу, приходит домой, ведь тоже там остается дома и располагает и компьютером, и телефоном, и планшетами. Поэтому это вопрос, наверное, скорее всего, об объединении усилий школы и родителей.
Прокурор республики Павел Беляков сказал, что к этой проблеме никто не должен оставаться равнодушным. Мы сейчас обсуждали эту тему с точки зрения организации работы в двух органах. Это в органах прокуратуры и в Министерстве образования и науки. Мы договорились, что мы выработаем совместные рекомендации для других контролирующих органов. Эти рекомендации мы направим. Что делать в рамках исполнения этого федерального закона. Конечно же, в корне ускоренить эту проблему не получится. Ведь век новых технологий, которыми дети вне школы и дома могут пользоваться интернет-ресурсами спокойно, за этим уследить практически невозможно. Светлана Томова, Магомед Дидиков. Новости 24. Лестницу к успеху преодолели ученики Роснефть-класса гимназии номер 1 Карабулака. С одноименным названием прошел ежегодный семинар-тренинг в Туапсе. Это один из этапов профильного обучения одаренных детей. Поездка позволила реально оценить свои возможности при будущем поступлении в нефтяной вуз. Подробности в сюжете Индиры Манкиевой. Наш девиз «Гореть всегда». Мадина Барухоева учится в 10-м Роснефть-классе. Вместе с одноклассниками она только вернулась из Туапсе, где 2 дня проходил форум школьников. В нем участвовали более 100 учащихся из Малгобека, Карабулака, Нефтекумска и Левокумского. Гимназисты вернулись домой с победой в конкурсе «Своя игра», где отвечали на вопросы, связанные с нефтяной промышленностью. Поездка в Туапсе стала для ребят возможностью узнать побольше про нефтяную отрасль и оценить свои возможности при поступлении в нефтяной вуз. Мы все с классом Малгобека собрались там в актовом зале, это был общий сбор, и там всего было 4 тренера. Каждый тренер выбирал себе класс по желанию. Это зависело от того, насколько подготовлен класс. И вот ведущий тренер, самый главный, с 4 выбрал наш класс. Мы стали друг другу доверять больше, да, раскованнее, да, дружить, как бы крепче стали быть, да, и познакомились с новыми людьми. Конкурс «Своя игра» был частью ежегодного семинара «Лестница к успеху». Для гимназии эта победа не первая, ведь в прошлом году ее ученики тоже стали победителями. Десятиклассникам необходимо было выполнить различные задания. Одним из них было публичное выступление. У нас были всяческие игры, я студент, Роснефть, там, продукты и нефтепродукты Роснефть компании, в котором мы победили. По словам классного руководителя, в Роснефть-классах обучаются только самые сильные ученики. И чтобы попасть туда, нужно сдать вступительные экзамены по физике, математике и химии. Компания заинтересована в том, чтобы выпускники Роснефть-классов поступали в нефтяные учебные заведения. Не обязательно институт, это может быть и колледж, и техникум, но чтобы они приобретали профессии, связанные с нефтяной профессией. Да? Вот. И поэтому все время обучения, то есть 10-11 класс, у них проходят дополнительные мероприятия по таким предметам, как физика, химия, математика, английский язык, информатика. И такой предмет называется «Лестница к карьере». Этот предмет проводит психолог, и там они тоже очень много хорошего, нового, необходимого для поступления и обучения в нефтяных учебных заведениях приобретают. Лестница успеха – одна из составляющих программы профильного обучения. Участники научились ставить перед собой цели, и многие уже определились с будущей профессией. Пойти туда, потому что это выгодно. Но хочу работать там, в Роснефть компании. Хочу, что для своей Ингушетии, республики добиться чего-то нового. Учащимся Роснефть-классов скоро предстоит сдача ЕГЭ, и после победы в конкурсе «Своя игра» они убедились в правильности выбора профессии. Индира Манкиева, Ахмед Парчиев, Новости 24. Комитет по туризму продолжает акцию по информированию населения об открытии зимнего сезона. Сегодня посмотреть на театрализованное представление и выиграть желанные путевки на горнолыжный курорт Армхи могли жители Орджоникидзевского. На центральной площади выступили артисты студии ЗОГ и певцы ингушской эстрады. Репортаж Магомеда Измайлова. Несмотря на утренний мороз, перед зданием Дома культуры в Орджоникидзевском собралось несколько сотен человек самого разного возраста. Организаторами акции были подготовлены для зрителей выступления любимых артистов и, конечно же, розыгрыш ценных призов. Среди них главный – отдых на горнолыжном курорте Армхи. Счастливой обладательницей билета стала Хадик Климатова. Очень рада этому, что у нас в Ингушетии есть места, где можно отдыхать.
хорошо провести время. Когда по телевизору показывают Олимпийские игры, когда катаются на сноубордах, лыжи, там разные виды же. Очень интересно, там захватывающе все. Также всех пришедших на праздник веселили талисманы зимней Олимпиады Сочи-2014. Их приглашение было символичным, ведь горнолыжный спорт с 1936 года является олимпийским видом спорта. И открытие первого лыжного сезона на горнолыжном курорте Армхи должно стать стартом развития этого спорта среди жителей Ингушетии. Я сам никогда не катался на лыжах, но я считаю, что это правильно, что в Ингушетии открыли такой горнолыжный спорт. Туризм будет развиваться, это тоже хорошо. Но и также, если у меня появится возможность, я обязательно сам съезжу. Я считаю, это развивает Ингушетию. Завершающая промо-акция пройдет в Назрани. Организаторы ждут зрителей на площади Согласия. У всех зрителей, пришедших на промо-акцию, есть возможность приобрести вот такой пригласительный билет. Человек, его приобретший, сможет воспользоваться канатной дорогой, получить двухразовое питание и, конечно же, покататься на горных лыжах. Магомед Измайлов, Резван Аушев, Новости 24. Каждый 70-й новорожденный нуждается в переливании крови. Помочь добыть этот ценный ресурс сегодня вызвались медицинские сотрудники Назрановского роддома, присоединившись таким образом к федеральной новогодней акции «Я донор». Внести свой кровный вклад может каждый в будни, выходные, новогодние праздники. Для чьей-то жизни это будет самый дорогой подарок. По данным Росстата, Ингушетия занимает одно из лидирующих мест по рождаемости среди регионов России. Устойчивая тенденция по приросту населения в республике наблюдается в последние несколько лет. Только в Центре охраны материнства и детства в Назрани в этом году на свет появилось около 5000 малышей. По словам врачей, каждый 70-й новорожденный нуждается в переливании крови. И это как раз и стало поводом проведения донорской акции. Практически все сотрудники Центра, даже те, у которых сегодня выходной, пришли принять участие в мероприятии по сдаче крови. Акушеры-гинекологи и все медики, которые работают в учреждениях родовспоможения, как никто другие, понимают важность и необходимость работы этой службы. К сожалению, до сих пор нередки ситуации, когда пациентка оказывается в состоянии, когда требуется экстренное переливание крови. И служба переливания крови, регулярно проводя такие акции, она в первую очередь помогает нам. Нехватка донорской крови в больницах – острейшая проблема для врачей. Ведь своевременное оказание донорской помощи спасет чью-то жизнь. Врачи и акушеры отнеслись к этому мероприятию с большой ответственностью. Сегодня в реанимационном отделении 6 малышей, и им могут понадобиться компоненты донорской крови. Работая в роддоме, каждый человек вообще должен понимать, как это важно сдать кровь для человека, который будет нуждаться или нуждается в этом. Ну, хотелось бы, конечно, подобное, чтобы вот такие акции проходили еще чаще. Но я не могу сказать, что я являюсь почетным донором, но я сдаю кровь регулярно. Мероприятия, посвященные федеральной донорской акции «С Новым годом служба крови», проходят во всех организациях и учебных заведениях республики. Организаторы надеются, что это будет способствовать повышению лояльности и привлечению новых доноров крови в период новогодних каникул. Руслан Албагачиев, Ахмед Парчиев, Новости 24. В 26-й школе Зязиков-Юрта наконец-то перестанут бояться обвала 3-го этажа. Ремонт практически завершен. Учебное заведение сдали в эксплуатацию еще в 2006-м. Однако, не успев заработать в полную силу, оно тут же было признано аварийным из-за допущенных при строительстве нарушений. Теперь открыли актовый зал, заработал и медицинский блок. Что еще осталось отремонтировать, узнаем у Бекхана Хашагульгова. 7 лет учителя школы номер 26 сельского поселения Зязиков-Юрт не могли проводить уроки на 3-м этаже, где помимо учебных классов находится актовый зал и медицинский блок. В 2006 году строители сдали образовательное учреждение с нарушениями. Директор Милана-архива говорит, что спустя всего пару месяцев на стенах и на потолке школы начали появляться трещины. Занятия проводятся, школа живет в своем обычном режиме, но состояние техническое оставляет желать лучшего. Когда мы поняли, что опять в том же режиме нам нужно продолжать учебно-воспитательный процесс, мы опять обратились и к Министерству образования, и в правительство республики. Чтобы отремонтировать здание, руководство республики выделило необходимые средства. Школа будет на персональном контроле у меня. Я как заместитель министра обязан буду периодически выезжать сюда, посылать своих представителей технадзора, чтобы наши специалисты смотрели, докладывали.
Буду сам постоянно здесь приезжать. Уже я вижу здесь уровень работ, который проделан, качественно проделан. И в дальнейшем буду, естественно, контролировать это все. Уже отремонтировали 3-й этаж. Теперь там проходят уроки. Наконец открылся актовый зал. Когда мы сюда первый раз пришли, 26 октября, тут картина даже была очень плачевная. Этот этаж, можно сказать, вообще не действовал из-за того, что капал конденсат. В некоторых местах даже гипсокартоны попадали. Вообще не функционировал этот этаж. И мы бы так сделали полностью ремонт кровли. Снизу тоже поменяли гипсокартон, провелись малярные работы, поменялась электрика, пожарная сигнализация. Ремонтные работы еще продолжаются, и когда они завершатся, в школе обещают открыть кружки, которые раньше проводить было негде. Бекхан Хашигульгов, Магомед Урсханов, Новости 24. Что мешает представителям малого и среднего бизнеса удачно вести свое дело? Выяснить это бизнесмены решили при личной встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей. Вопросы звучали самые разные. От развития и господдержки частного дошкольного образования до платы за негативное воздействие на окружающую среду. Тему продолжит наш корреспондент Фатима Кариева. Абукар Азиев – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Бизнес-сервис». Молодой предприниматель открыл свою фирму несколько месяцев назад. Фирма Абукара оказывает бухгалтерские услуги. Здесь у нас вы можете сделать свои заказы. Бизнес-МБ непосредственно с нами сотрудничает уже как 1 месяц, и вы наш первый клиент. В процессе работы у него возникает множество вопросов. На встрече с уполномоченным по защите прав предпринимателей Абукар получил ответы на многие из них. Такие встречи, я должен сказать, что они очень хорошо мотивируют сам бизнес, так как они чувствуют, люди чувствуют, что госучреждения, непосредственно, которые надзирают этот бизнес, они проявляют инициативу и встречаются с предпринимателями. Уполномоченный по защите прав предпринимателей отметил, что за неполный год в его адрес поступило около 150 обращений от представителей малого и среднего бизнеса. Чаще всего предметом жалоб является нарушение прав в сфере земельных отношений. Для улучшения условий развития предпринимательства, совершенствования системы законодательства и защиты прав проводится определенная работа. Вы знаете, что разработано 13 дорожных карт, которые позволят, и еще будет порядка 7 карт разработано, которые позволят к 2018 году России войти в число 20 стран по удобству ведения, легкости ведения бизнеса. В соответствии с федеральным законодательством бывают плановые и внеплановые проверки. Плановые контролирующие органы направляют в прокуратуру. По отношению к предпринимателям ни один из работников правоохранительных органов не может самостоятельно принять акт. Для предотвращения этих нарушений прокуратурой республики принимаются меры. В принципе, категорически сейчас запрещено как-либо кошмарить индивидуальных предпринимателей. Никто из работников прокуратуры не может принять никаких актов к индивидуальным предпринимателям. Вопросы, прозвучавшие на встрече, затрагивали темы развития и господдержки частного дошкольного образования, излишнего документооборота в организации работы малого бизнеса, платы за негативное воздействие на окружающую среду. Предприниматели волновали также проблемы повышения ставки взносов в пенсионный фонд и вопросы налогообложения. На встрече присутствовали как начинающие предприниматели, так и те, которые занимаются бизнесом добрые десяток лет. На свои вопросы ответы получили многие. Сегодняшнее как если назвать совещание, то, что нас собрали здесь и разъясняет, для нас это очень большие разъяснения. Мы многое что поняли, что как быть по новым сейчас постановлениям, по новым законам, которые сейчас выходят. Хотелось бы сказать спасибо организатору. Уполномоченный по защите прав предпринимателей обещал проанализировать все поступившие обращения и дать ответы на них. Фатима Кариева, Тимур Карахоев, Новости 24. Вот такие новости. Спасибо за внимание и спокойной ночи.